На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Ряд ограничений, введенных для защиты здоровья населения Абхазии от коронавируса, вступили в силу. Согласно распоряжению президента Аслана Бжаня, с 5 октября в республике запрещается проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях. Исключения делаются для учреждений культуры, которые обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, с 5 октября запрещаются свадебные и иные торжественные мероприятия. Также рекомендовано ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. Объектам общепита поручено обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции и использования персоналом средств индивидуальной защиты. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков поручено ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию, в том числе и на прилегающих территориях. Продавцы также должны использовать средства индивидуальной защиты. Местным администрациям предписано обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта и использование водителями средств индивидуальной защиты. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 192 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 49 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 138 человек. Из них 117 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 17 человек. Средней степени тяжести 46. Выписано 19 пациентов. 4 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1947 года рождения, поступивший в стационар Гудаутской центральной районной больницы 23 сентября с двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания сердечной и легочной системы. 5 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 64 лет, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ. За 40 минут до смерти с тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью на фоне тотальной двусторонней полисегментарной пневмонии. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В Гудаутском ковид-госпитале под председательством министра здравоохранения Тамаза Цахнаки состоялось совещание с участием главврачей районных ЦРБ. Медики обсудили вопросы организации лечебной стационарной помощи больным COVID-19. Репортаж Гугуцы Варданя. Один из самых главных и актуальных на сегодня вопросов – организация дополнительных койко-мест и в других районах республики. По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнаки, 20 мест планируется развернуть в районной больнице Ачамчиры, 10 в городе Гал, 20 на базе инфекционного отделения Гагарской ЦРБ и еще 30 коек на базе Сухумской инфекционной и городской клинической больниц. Сейчас идет ремонт Сухумской городской клинической больницы. Это на базе бывшего урологического отделения. Там будут созданы дополнительно боксовые палаты на 20 коек. Потому что это и кардиологические больные, и неврологические больные, терапевтические, все те, которые по городу Сухум наибольшая обращаемость таких пациентов, конечно, в том числе сопутствующей патологией. Необходимо будет проводить лечение именно там. То есть это делается с той целью, чтобы, как изначально было сказано, Гудаутская больница, это наш центральный ковидный центр, был направлен на лечение именно тяжелых больных. В Сухумской инфекционной больнице в этом направлении ведется активная работа. К приему пациентов здесь будут готовы в ближайшее время. На сегодняшний день мы подготавливаем 10 палат, 10 коек, 2 бокса, 2 палаты. И если, я так думаю, если надо будет, потом там расширим. С помощью главы администрации города у нас тоже есть хорошая помощь, конечно, само собой, и от Министерства здравоохранения.
Оборудование тоже, как бы вы обещали. Я думаю, это будет в скором времени, как-то завтра, послезавтра мы ждем. В Ачимчирском, Галском и Гагарском районах медики также готовятся к приему пациентов. Оборудование для данного помещения, все это подготовлено, все сдано. Ждем финансирования. Незначительные ремонтные работы уже начаты. Есть небольшой перевалочный пункт, состоящий из 2 кабинетов для температурящих больных. Вот. В принципе, бригада для дежурства в Гудаутской больнице подготовлена. 16 октября заступают на дежурство. Также в помощь Ткачевской больнице был направлен наш терапевт. Вот. Привлечены все врачи и медсестры с сельских амбулаторий. Утро начинается с того, что все люди, которые температурящие, у входа первая комната, вы ее видели, там мы работаем втроем, 2 медсестры и я, ведем прием всех температурящих. Как правило, это бывает 30-35 человек в день. Это где-то с 9 до 12, наверное, мы в этом кабинете работаем. Ну, значит, берем биоматериал, измеряем температуру, смотрим сатурацию, легкие слушаем. Если необходимо, берем кровь на лабораторное исследование, там же ведем статистику для себя и там же выписываем все, что рекомендовано и как себя вести. На сегодняшний день Гудаутская районная больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами, как подчеркнул министр здравоохранения, даже дефицитными. Конечно, в определенных позициях есть и дефицитные препараты, как Актембра, мы знаем. 1 флакон, его стоимость порядка 93 тысяч рублей. Да, Ахрай Иванович, вы об этом чуть позже доложите. Но и эти препараты мы какой-то резерв создали, понимаете? Возможности закупить и дорогостоящие препараты других групп, антикоагулянты, антибиотики, другие средства. Это возможности гуманитарной помощи по линии международных организаций, которые в ближайшие дни мы также получим. Все это в большей степени укрепит наши возможности для оказания лечебной помощи, в том числе и амбулаторным больным. Врачи Гудаутского госпиталя вновь отметили, что здесь по-прежнему ощущается острая нехватка младшего медицинского персонала. Это все очень тяжело. Когда мы говорим, что 10 медсестер надо, 5 санитарок надо. Я вчера туда поднималась и видела, что просто нехватка кадров острая. И поэтому эти вопросы, когда вот стоят перед Гагрой, предположим, там 10 медсестер, вот старайтесь заранее эти все вопросы обсуждать. Те, которые работают, вот мы знаем, что оклады у наших медиков, у нас у всех, они маленькие, все где-то подрабатывают, и нужно тоже эти вопросы решать, потому что в Гаграх, вот, например, Забетович, да, несколько больниц, есть больница и амбулатория, и в Гантяде есть амбулатория, и в Пицунде, и курортные поликлиники есть. Вот эти все кадры нам нужно суммировать, и чтобы все они работали. У нас по-другому не получится. Вирус набирает обороты. Согласно распоряжению президента Аслана Бжани по защите населения от коронавирусной инфекции, вопрос создания дополнительных койко-мест по всей республике должен быть решен до 15 октября. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Один из путей решения вопроса нехватки медперсонала в Гудаутском ковид-госпитале – привлечение волонтеров из числа студентов Сухумского медучилища. Об этом заявил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия во время одного из приездов в госпиталь. Наши корреспонденты побывали в учебном заведении, встретились со студентами, потенциальными волонтерами. Репортаж Алики Трапш. Еще в начале пандемии Сухумский медицинский колледж оперативно сформировал волонтерскую группу из числа студентов старших курсов и направил 12 человек на работу в республиканскую детскую больницу и в пансионат «Айтар». Сейчас, когда встал вопрос нехватки младшего медперсонала в Гудаутском госпитале, колледж вновь собирает добровольцев. Было тоже указание с Минздрава, чтобы мы только лишь собрали. Конечно, мы раньше тоже предупреждали, как сентябрь начался, что сформировать группу. Но как-то наши дети все равно, они дети. Домой пришли, родители отказались. А последний министр дал указание, чтобы опять
пройтись с таким требованием. Сразу в тот же день изъявили желание 12 человек. Сегодня в Гудаут уехали 5. Они прошли какую-то подготовку, минимальную начальную подготовку в республиканской больнице в реанимации. Сегодня они приступят к работе. Волонтерские группы формируются только из выпускников, в основном из студентов, обучающихся по специальностям лечебное и сестринское дело. На сегодняшний день в медколледже порядка 100 человек учатся на последних курсах. Если среди них добровольцев найти не удастся, то начнут привлекать и студентов младших курсов других специальностей. Студент 4-го курса Тимур Кикория учится на стоматолога. Он уже работал волонтером в пансионате «Айтар», когда там были на самоизоляции наши граждане, приехавшие из России. Тимур говорит, что если позовут, готов поработать и в Гудаутском госпитале. Да, я и сейчас готов поехать в Гудауту, помочь нашим медикам. Пока стоматологов не берут. Если понадобится наша помощь, мы всегда поможем. Мы пообщались с некоторыми студентами Сухумского медицинского колледжа, чтобы узнать их мнение по поводу волонтерства в ковид-центре. Многие отмечают, что не против поехать в Гудауту, однако их не отпускают родители. Мне бы очень, правда, хотелось поехать с удовольствием, с огромным. С самого начала мы думали поехать, собирались с группой, но когда я рассказала родителям, они были против. У меня было желание поехать, оно до сих пор есть. Я пришла, я маме сказала, естественно. Мама сначала задумалась, она сама медик, она задумалась, но потом, естественно, вмешались взрослые, бабушка, дедушка. И они очень боятся насчет этого, боятся, что я заражусь, их заражу, поэтому решено было так, что пришлось отказаться. Очень хорошая практика для нас. Мы бы научились нормально работать с людьми, делать все манипуляции медицинские. Но, опять же, не всех родителей пускают, не все понимают то, что это серьезно, и то, что нужна помощь медикам. Может быть, со следующей группой поеду. Это обдумывается, этот вопрос обдумывается, но пока вот так вот дела обстоят. Анастасия Калайджан также готова поехать в Гудауту, однако не может этого сделать из-за мамы, которая находится в группе риска. У нее проблемы с эндокринной системой. У меня было желание поехать, но потом резко планы изменились, так как у меня приболела мама, и мы были в Сочи на реабилитации, а потом приехали обратно. Мы провели опрос среди горожан, в частности, пообщались с молодыми людьми, чтобы узнать, готовы ли они стать волонтерами и поехать помогать нашим медикам в Гудаутский госпиталь. Среди опрошенных были те, кто отказывались говорить на камеру, но в личной беседе признавались, что не могут поехать, так как боятся за свое здоровье и здоровье родных. Другие же отмечали, что готовы помочь. Я бы с удовольствием, потому что у меня мама медик, она работает в больнице, работает тоже с больными, она в республиканской работает в больнице. Я бы с удовольствием пошла волонтером, да, без проблем. Я сейчас первый раз об этом слышу, что нужда есть в этом. Конечно, я пойду помочь. Есть же разные функции работы. Не обязательно ты должен присутствовать с больными. Ты можешь приносить носилки, мыть посуду, помогать сестрам какие-то, то есть тяжелые вещи переносить. То есть очень много функций волонтерства. Вообще волонтерство, мне кажется, это одна из неотъемлемых частей общества нашего, в котором мы живем. Мне кажется, через какое-то время мы уйдем, но какой мы пример оставим той молодежи, которая идет вслед за нами. Честно говоря, просто не получается совмещать по времени с учебой, поэтому да. А так никто не болеет из моих близких и знакомых, к счастью. Я готова пойти. Понятно, что работа в ковид-центре сопряжена с определенным риском, но волонтеры нужны уже сегодня, как говорится, здесь и сейчас. И чем больше их будет в Гудаутском госпитале, станет легче медикам и пациентам. Таким образом, вопрос нехватки рук будет постепенно решаться. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Вопросы распространения коронавирусной инфекции на территории страны обсуждались в парламенте на встрече депутатов с министром здравоохранения Тамазом Цахнаки и главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик, сообщает пресс-служба Народного собрания. В частности, депутатов интересовала информация о реальных возможностях и потребностях государства в борьбе с эпидемией. Тамаз Цахнаки подробно рассказал о проблемах и первоочередных задачах Министерства здравоохранения. В ходе встречи было предложено вернуться к мерам, которые действовали в апреле текущего года. Многие депутаты отметили, что поддержит Министерство здравоохранения, если обратиться к исполнительной власти и с более жесткими рекомендациями.
Президент Аслан Бжания принял посла России в Абхазии Алексея Двинянина. В рамках встречи были обсуждены текущие вопросы российско-абхазского двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Официальная делегация во главе с руководителем администрации президента Абхазии Алхасом Квициня встретилась с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Официальная делегация Абхазии прибыла в Дамаск для участия в церемонии открытия посольства Республики Абхазия. Алхас Квициня передал приветствие Башару Асаду от президента Аслана Бжания и пожелания народу Сирии мира и благополучия. Глава Сирийской Арабской Республики выразил желание лично познакомиться со своим абхазским коллегой и обсудить вопросы сотрудничества между двумя странами. Алхас Квициня отметил, что народ Абхазии выражает поддержку народу Сирийской Арабской Республики в его стремлении защитить страну от международного терроризма, сохранить ее суверенитет и территориальную целостность. 5 октября группой лиц с применением оружия было совершено разбойное нападение на магазин «Гумиста», расположенный по улице Аяйра. Как сообщает пресс-служба МВД, по данному факту следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело. Принятыми оперативными мерами сотрудниками уголовного розыска обнаружен автомобиль, на котором скрылись преступники. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются. В первое воскресенье октября традиционно отмечается День учителя. С профессиональным праздником педагога в республике поздравил президент Аслан Бжания. Слово «учитель» для нас имеет особое значение. Смысл этого слова гораздо шире, чем обозначение профессии. После родителей именно учителя являются теми главными людьми, которые ведут по жизни, дают знания детям в течение 11 лет. Они воспитывают будущих врачей, инженеров, политиков, которые возглавят государство, отмечается в частности в поздравлении президента. Аслан Бжания выразил учителям благодарность за воспитание молодого поколения. Глава государства также отметил, что в этом году педагоги отмечают профессиональный праздник в непростое время. Руководство страны сделает все возможное, чтобы поддержать систему образования. Министр просвещения и языковой политики Инал Габля поздравил педагогов 12 и 5 средних школ столицы с Днем учителя. Инал Габля отметил важность их труда и выразил благодарность за ответственную работу. На встрече с коллективами школ были обсуждены проблемы учебных заведений и дальнейшие планы. Инал Габля предложил учителям принять участие в онлайн-конференции по проблемам педагогики, которая состоится в этом месяце. Сейчас скоро будем организовывать для вас в том числе онлайн-конференцию по проблемам педагогики современной. Мы приглашаем спикеров с России, в первую очередь наших коллег и, соответственно, вас как участников тоже мы ждем, чтобы вы подключились к этой системе нашей платформы и смогли послушать, задать свои вопросы международным экспертам. В октябре, надеюсь, мы успеем уже программу составить и запустить эту конференцию на 1, 2 и, может быть, 3 дня. Если у вас есть пожелания по тем людям, кого вы хотели бы выслушать, скажите нам, такой-то эксперт, такой-то педагог. Мы сейчас как раз их отбираем, связываемся. Нам уже подтвердило несколько человек, что они готовы. И я думаю, будет интересно и вам. То есть вам никуда ехать не надо будет. Вы можете прямо из школы или из дома выйти на связь, и послушать лекцию интересную о современных методиках, проблемах в педагогике. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба в своем поздравительном адресе учителям отметил, что успех педагогов – это залог процветания всей страны. О том, как отметили День учителя в условиях пандемии, в репортаже пресс-службы столичной администрации. Учитель соприкасается с вечностью, он никогда не знает, где заканчивается его влияние, сказал писатель и историк Генри Адамс. Эти слова передают, насколько учитель может повлиять на жизнь человека, который только начинает свой путь к познаниям. Чтобы у них хватало нервов на нас.
Так, ученица Сухумской 3-й школы Анна Топчан поздравляет своих учителей с праздником. Она пришла в школу с букетом для классной руководительницы. Я хочу, чтобы мои учителя всегда были веселые, чтобы всегда поддерживали нас. А букет для кого? Для нашей классной руководительницы Тейджама. Вам хочется учиться в школе или вы предпочитаете дистанционно обучаться? Лучше учиться в школе, чем дистанционно. Ученики 3-й школы в письменном виде передали пожелания своим учителям. Одну из них прочитала и начальник управления образования столицы. Благодарим мы вас за знание, нас к истине привел учение свет, не учение тьма. Спасибо. А в тех условиях, которые сложились сегодня в мире в связи с пандемией, роль учителя приобретает еще более важное значение. Управление образования города Сухум отменило в этом году торжественное мероприятие, но труд учителей не забывают отмечать. Педагоги – это творческие люди. Во всех наших школах получают наши дети хорошие знания. И педагоги – это вот… И в этом году мы увидели, какая хорошая преемственность, молодое поколение, которое пришло в наши школы. Значит, получается, что есть образование, есть у нас будущее для детей, для нашего государства. Пожелаем им здоровья, терпения, удачи. Ученики 3-й Сухумской школы имени Воронова подготовили видео поздравления своим педагогам, которые они просмотрели все вместе. Сегодня хотя бы на какое-то время забудем о пандемии и порадуемся тому, как нас поздравят. Всем вам здоровья, счастья, благополучия в семьях и с удовольствием приходить на работу. Вот все наши усилия, чтобы направлены были на то, чтобы сделать учебный процесс как можно лучше, интереснее, заинтересовать детей, чтобы им радостно было приходить в школу. В 14 сухумских общеобразовательных и одной вспомогательной школе 8266 учащихся обучают 720 педагогов. 22 педагога заболели коронавирусом, 4 уже вышли на работу, другие пока лечатся. Аида Кварчелия, директор 10-й горской школы, сама переболела коронавирусной инфекцией и только сегодня вышла на работу. Она отмечает, что в школе соблюдаются все меры предосторожности, но многие родители боятся отпускать своих детей в школу, но при этом их часто видят в городе. В школе 3 входа. С центрального входа начальная школа заходит, а с боковых по Пушкина заходят старшеклассники. Медсестра стоит с утра вот до окончания 2-й смены, и здесь, и там меряем, руки обрабатываем, температуру проверяют. Аида Кварчелия отмечает, что в Гудаутской больнице врачи делают все возможное и невозможное, чтобы вылечить своих пациентов. Я очень благодарна врачам, медсестрам. Я не знаю, что я бы могла сделать для них, просто когда они к нам в палату заходили, я все время извинялась. Вы понимаете, почему я это делала? Вот как они одеты. С 5:30 бывало до 3, до 4, до 3 ночи, не отходя от нас, капельницы ставили. Я не видела, чтобы кто-то, знаете, чтобы грубое слово в адрес нас, хотя они так уставали, было им тяжело, они все время нас успокаивали, как психологи, и говорили, все будет хорошо. Дай Бог, чтобы никто не болел, и я не хочу, чтобы кто-нибудь, пускай я буду последняя в Абхазии, кто переболел ковидом. Из 14 общеобразовательных школ столицы в 2 объявлен был карантин. В 3-й школе частично для младших классов до 14 октября. Также до 14 октября 4-я школа находится на карантине. Остальные школы функционируют в полном объеме. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Министерство финансов России заложило в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку около 1 миллиарда 200 миллионов рублей дополнительных ежегодных трансфертов в адрес Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает агентство РБК. Деньги предполагаются направить на повышение зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих в республиках. В проекте бюджета предлагается зарезервировать до 1 миллиарда 250 миллионов рублей в 2021 году и по 1 миллиарду 17 миллионов рублей в 2022-2023 годах. Всего около 3,6 миллиардов рублей до принятия правительством России соответствующих решений.
Армянская община Абхазии продолжает сбор средств в поддержку народа Арцаха и создает оргкомитет по оказанию помощи НКР. Об этом сообщается на странице армянской общины в соцсети Facebook. О начале гуманитарной акции в поддержку народа Нагорного Карабаха заявил герой Абхазии, председатель армянской общины Галус Трапизанян 1 октября на Совете общины в Сухуме. В связи с этим было принято решение создать оргкомитет для координации действий. 5 октября свое 85-летие отмечает абхазский поэт, прозаик, публицист, переводчик Платон Бебия. В день рождения юбиляра его посетили представители Союза писателей Абхазии. Пожелали ему крепкого здоровья, творческих успехов и абхазского долголетия. Платон Бебия – член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии и Союза писателей России, заслуженный работник культуры Абхазии, лауреат государственной премии имени Гуля, кавалер ордена Ахзапша III степени. Автор большого количества стихов, баллад, поэм, рассказов и повестей, романов «Западня», «Скоморохи», романов в стихах «Каменная ноша». Многие стихи поэта включены во второй том антологии абхазской поэзии «XX век». В переводе на русский язык в разные годы в Москве изданы его книги «Спящая река», стихи и поэма «Радуга», рассказы, роман «И катится золотая арба». Произведения Платона Бебия переводились также на украинский, армянский и другие языки. Платон Бебия известен и как переводчик. Он перевел на абхазский язык «Медный всадник» Пушкина, стихи Бёрнса, Есенина, Михалкова, Евтушенко и многих других авторов. Указом президента Аслана Бжаня за особые заслуги в развитии абхазской литературы и создания высокохудожественных произведений писателю Платону Бебия присвоено почетное звание «Народный поэт Республики Абхазия». Вышла в свет книга «Виноградарство и виноделие у древних абхазов». Ее автор, историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кобахе и генеральный директор предприятия «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба. Научно-популярная книга освещает истоки и традиции. Издание рассчитано не только на специалистов, но и на тех, кто интересуется историей и культурой виноградарства. Абхазии. Тираж книги 1000 экземпляров. В ней описываются древние способы производства винограда и вина в Абхазии. И как бы мы пытаемся рассказать о том, что Абхазия наряду с другими странами Закавказья была одним из центров происхождения этой отрасли, вообще виноделия и виноградарства. Идея написать книгу потому и пришла, что, несмотря на то, что есть отдельные разрозненные какие-то работы по виноградарству в Абхазии, по истории его, но такой цельной законченной работы не было. И вот с Фаридом Кобахе мы 3 года начали этим заниматься. Сначала вышло несколько статей на эту тему. Потом, когда материала стало достаточно, мы решили написать такую научно-популярную книгу, которая будет интересна всем, как специалистам, так и не специалистам, чтобы как-то популяризировать эту тему. Ну и вообще заявить о том, что мы винодельская республика. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, во вторник в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 21-26, температура морской воды плюс 24 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание.